уже целый час здесь. Время как-то летит быстро. Как это так? И вот так вот вся жизнь летит. Но слава Богу за этот день. Слава Богу, что вы все здесь. Рад всех вас видеть. Господь да благословит каждого из вас. Сегодня получить от Бога что-то очень важное. Слово, мысль, прикосновение Духа Святого. Что бы там ни было, Господь да поможет вам. Я бы пригласил сюда брата Юрия Мирославовича. Почему-то на сердце есть пригласить его. Думал кого-то другого пригласить. Ну, думаю, нет, приглашу-ка я его. Тем более, что человек приехал из далекого Новороссийска. Представляете? Из Новороссийска приехал только ради нас. Ладно бы проездом был в Воркуту и заехал. Так нет же. Вот прямо к нам и больше никуда. И обратно к Новороссийску. Правда же? И обратно. И обратно. Имей в виду. Без вариантов. Я проверю. Слава Богу за брата Юрия, который вчера служил здесь очень долго. 6 часов фактически мы здесь были. И он говорил, открывал нам места Писания о важности продолжения этой темы. Слово Божье. Слово Писания как Слово Божье. Иногда мы смотрим на Библию как на книгу. И слово, мне так показалось, что слово «Библия» как-то у нас иногда сбивает с толку. Но Иисус, когда говорил о Библии, он такого слова не знал, а он говорил в Писании. В Писании сказано. И он всегда говорил, что это Писание – Слово Божье. Писание сказано так, и оно истина. И вот нам также хотелось бы смотреть на эту книгу, как мы думаем, Библия, как написание Слова Бога, которое когда-то было произнесено, записано и сегодня действует как живое слово. Это была важная тема, о которой мы вчера говорили, и также он затронул очень важную тему о кресте. Я не знаю, что о чем сегодня Господь положил на сердце брату Юрию, но думаю, тоже важное послание для каждого из нас. Поэтому благословите своей души и скажите: Господь, благослови сегодня проповедника. Аминь. Аминь. Мир вам, драгоценные. Мир вам, драгоценные. Аллилуйя. Пора уже, да, так нам возвращаться к корням, знаешь, говорит. Как там, принимаем и передавать просим, да? Это особенно в южных церквях, в районе, где курорты разные, там даже традиционные, помню, церкви, ну, баптистское братство. Приедешь, церкви небольшие, всегда в здании пахнет борщом, потому что есть столовая, вытяжки раньше как-то братья не придумывали. Весь запах по церкви такой, знаете, ну, домашний такой, уютный, хороший такой, вот, ну, хорошая атмосфера. И всегда на собрании спрашивают, в общем, ну, кто приехал, у кого есть приветы. И вот встают там Воркута, Магадан, ну, кто-то вот, кто на юг едет, да, там, принимаем и передавать просим. Ну, то есть вот, привезли и забирайте обратно то, что привезли. Аллилуйя! Слава Богу, дорогие! Жив Господь! Вот пастор Даниил сказал, что целый час, а я еще не начинал. А вчера уже спрашивали, а сколько времени мы будем здесь находиться. Не знаю, как Бог поведет, да? Но ровно так, столько, чтобы в следующий раз могли еще раз позвать, а не сказать, что хватит, наелись. Да, мы вчера говорили очень много о Слове Божьем, потому что, как мне до этого сказали, вы изучали здесь, вот кто бывает по субботам, да, изучали Слово Божье, и я постарался, как бы, чтобы у вас такой переход получился из одной темы в другую, хотя это, по сути, одно и то же все, да? Вот, все вокруг Слова. И, надеюсь, вчера это было на пользу тем, кто был. Мы смогли посмотреть то, что было полезным по поводу Слова Божьего, насколько важно его изучать и чем является для нас Слово Божье. И мы говорили вчера о важности в жизни христианина, наверное, о самом главном, о Голгофском кресте, потому что Голгофский крест для всего мироздания является разделяющим или, скажем так, центром всей Вселенной.
центром всей Вселенной. Так установил Бог. Ну, так оно уже повелось, и никуда мы от этого не денемся. Аминь. Поэтому мы сегодня, я бы предложил нам погрузиться туда же, в Слово Божие, продолжить. И сегодня я хочу с вами разобрать одну из книг Писания. С одной стороны, поделиться, показать, чтобы кто-то мог себе записать, как ее читать, как изучать. И с другой стороны, все-таки показать важность как раз-таки того события, о котором мы говорили вчера. Давайте начнем тогда с послания к евреям, 10 глава, с 14 стиха. Или даже не с 14, а просто 14 стих. Послание к евреям, 10 глава. Я вижу, что у вас как с мониторами? Все в порядке? Работает? А у кого Библия есть с собой? Махните своей Библией. 10 глава послания к евреям, 14 стих. Нашли? Отлично. Отлично. Читаем. «Ибо одним приношением навсегда». Скажите со мной. Навсегда. Еще раз. Навсегда. И лучше, чтобы это сделали все. Навсегда. Некоторые все еще на бронепоезде, но ничего, и это пройдет. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Сегодня пастор уже начал говорить из послания к Галатам, из письма в церковь в Галатах апостола Павла, о том, что никакими собственными делами, никакими видами законов, никакими законами, можно все законы изучить, но не законом мы спасаемся. Аминь. И здесь как раз в послании к евреям, именно к евреям было написано апостолом для евреев, чтобы они тоже понимали, не своими собственными делами, не следованием букве закона, а только жертвой. Вчера мы говорили об этом, об искуплении, да? Только жертва нужна была для того, чтобы избавить человечество от греха, удалить грех. Грех удаляется жертвой, жертва покрывает грех. И нужна была абсолютно совершенная жертва, поэтому я бы здесь дерзнул добавить к тому, что говорил пастор, когда он сегодня сказал, что мы вместе были с ним там, на кресте. Ничего подобного. Мы не вместе были. Он, Библия говорит, вместо нас. Очень важно помнить это. Он был там вместо нас, потому что мы несовершенные. Мы не могли стать сами жертвой за свой собственный грех. Аминь. Кто понимает, о чем говорю? Еще раз. Никто из людей самостоятельно не может искупить собственный грех перед Богом. Главная причина греха или корень греха – это бунт против Бога. Это не дела, не поступки. Кто-то, может, сейчас подумал, я свой-то грех как-то еще могу. Вот раньше делал вот так, сейчас чуть-чуть 10 раз сделаю вот так, 1 раз сделал вот так, плохо, а теперь 10 сделаю вот так хорошо, и все как бы исправится. Но грех невозможно количеством раз не греша исправить. Грех – это субстанция, которая вошла в нас с рождением от Адама. Слово Божье говорит, что как только Адам с Евой согрешили в Эдемском саду, то есть проявили бунт против Бога, мы сейчас об этом тоже поговорим, и я это покажу. Как только проявили бунт против Бога, прямо с этой минуты все потомство Адама, то есть на все человечество пришел грех. Мы это не выбирали, и это было не от наших дел. Не от дел, чтобы никто не то что не хвалился, но и никто себя сам не осуждал. Не по делам нашим грехи наши. Не по делам нашим в нас входит грех. Каждый рожденный ребенок на эту землю рождается грешником. Хотим мы того или не хотим.
Конечно, мы можем много читать всяких философов, мыслителей, которые говорят, что человек рождается как белая доска и в процессе жизни пишет на этой доске, и вот что на нее напишешь, вот то и будет. И многие до сих пор так верят. И даже верующие христиане говорят, что детки-то уж точно рождаются чистенькими. Но Библия говорит, что совсем не так. Слово Божье говорит, что каждый, кто рожден на эту землю, послание к римлянам, вчера мы читали, да, по-моему, 3:23, все согрешили и все лишены славы Божьей. Самое прекрасное дитя, самый прекрасный сын, самая прекрасная дочь, которые родились, красивенькие, пухленькие, щекастые, громкие, шумные. Каждый ребенок должен крикнуть как минимум, да, когда рождается. Если не крикнул, его заставят это сделать врачи. Каждый, кто пришел в этот мир и произнес первый свой звук, уже рожден на эту землю грешником. Да, нам это не нравится, это не очень приятно, потому что прежде всего мы в своей голове думаем, что грех как-то связан с поступками и с делами. Но грех связан с природой, с состоянием. Это понятно? Не тяжело досюда? Итак, он абсолютно совершенная жертва. Писание говорит, он одним приношением навсегда сделал совершенными. Чтобы сделать совершенными кого-то, тот, кто это делает, должен быть сам абсолютно совершенным. Христос абсолютно совершенная жертва. Такая тишина в зале, как будто, мы это и так все понимаем, все это знаем. Но если мы все это знаем, то почему же мы живем в самоосуждении? Или еще хуже, в осуждении других? Если мы это знаем, то почему мы продолжаем сами себя осуждать за то, что мы где-то не дочитали, где-то не допостились, где-то не домолились, где-то не доделали, где-то не дошли, где-то пропустили, ой-ой-ой-ой, нагрешил вчера, не пошел в собрание. Что-то произошло, не попал. И с таким потом чувством вины, прям как Раскольников по улицам, идя к этой старушке-процентщице. Что ж мы тогда занимаемся самоосуждением, если его жертва или он, будучи жертвой, был абсолютно совершенным и покрыл полностью нас, очистив нас от влияния греха, освободив нас от греха? Навсегда сделал нас совершенными, освящая нас своей жертвой. Первое. Он первосвященник, который имел право принести эту жертву. И он же сам жертва. Абсолютно совершенно. Еще раз. Христос был единственный во всей вселенной праведный первосвященник, который не нуждался в очищении собственного греха. Мы читали вчера, и сегодня я просто напомню, в Ветхом Завете об этом написано. Ежегодно первосвященник, входя в храм и входя в святая святых, только один мог это сделать кто-то. Помните? К нему даже подвязывали веревочку для того, чтобы, если вдруг из-за греха он там упадет и умрет в присутствии Божьей святости, его можно было за эту веревочку вытащить оттуда. Всегда все знали, что первосвященник несовершенен. И он, входя туда сначала, первое, что делал, приносил жертву за свои грехи. Но жертву за свои грехи не для очищения от греха, а в знак напоминания о том, что он все еще грешен. И второе, первосвященник приносил жертву за весь народ, в знак напоминания о том, что весь народ грешен по отношению к Богу. Другими словами, несовершенные жертвы, которые приносились, в жертву приносились животные, они приносились для того, чтобы напоминать о том, что мы все еще грешники. А Христос, написано, первосвященник абсолютно совершенный, абсолютно безгрешный. Для того, чтобы быть абсолютно безгрешным, нужно было быть не человеком, не от крови и плоти быть рожденным, но от Духа Божьего. И Библия говорит, что он так и был зачат. Семя, которое получило в свою утробу
женщина была Божьим семенем, от Духа Святого зачала. Так написано. То есть сам Бог воплотился, стал человеком. Ой, если нам разбирать и все это посмотреть поглубже, представьте себе, Бог абсолютно совершенный, полнота совершенства, Творец видимого и невидимого, единственный раз в своей вечности или в пребывании своей вечной жизни прошел то, чего никогда до этого не проходил. Он, как Библия говорит, смирил себя до такого уровня, чтобы ограничить себя человеческим телом. Бог, который все во всем, ограничил себя человеческим телом, телом Иисуса Христа, стал человеком, подобным нам. Потому что ему нужно было вместо нас, вместо человеков, стать самому не только первосвященником, мог бы прийти как первосвященник, знаете, такой в сиянии славы, сойти с небес и сказать: «Прощаю вас, дети мои». Выглядело бы красиво, наверное, но это не было бы полнотой, не было бы полноценной жертвы тогда. А нужна была полноценная жертва, связанная с кровью Адама. Поэтому Бог, который есть Дух, стал человеком по образу и подобию Адама. Получил титул Адама, мы это сейчас тоже с вами увидим, и стал сам совершенной жертвой. Совершенный первосвященник принес самого себя, став сам совершенной жертвой, покрыв полностью наше беззаконие. Навсегда. Еще раз скажите, это навсегда. Мой грех прощен навсегда. Я свободен от греха навсегда. Где мы об этом читаем? Давайте придем вместе к одной книге Писания. Чаще всего ее цитировал сам Христос. Спаситель, Господь, как угодно. Иешуа, Мессия. Как вам будет угодно. Книга пророка Исаии. Вы знаете, что эта книга является таким прообразом для нас, прообразом вообще всего Писания. И сейчас я покажу центр, основную мысль в этой книге. По сути, в этой книге или в пророчествах пророка Исаии разложена вся история бытия, вся история человечества, вся история творения, вся история грехопадения и вся история спасения. Поэтому многие богословы говорят, что книга пророка Исаии, она такой прообраз всего Писания, Ветхого и Нового Завета одновременно. Ветхого и Нового Завета одновременно. Если кто-то знает, читал, из вас изучал, может быть, есть любители изучать, как создавалась Библия, как выглядели когда-то тексты и так далее и тому подобное, то вы должны знать, что когда Христос читал Библию или Писания, и сейчас они так читаются, то это свитки, большие свитки. Недавно мой один брат из Беларуси, они с женой переехали в Израиль, вот присылали фотографию, перемотали свиток. То есть они дочитали Писание до конца, и вот они ходят в еврейскую общину там в Израиле, и перемотали свиток, и ему позволили это сделать. И для него это вот как, я не знаю, как крещение, наверное. Вот он себя почувствовал таким вот там очень, знаете, вот доверили. Это приятно. Мне тоже, я порадовался за брата. Но они до сих пор в свитке читают Писание. Большая такая штука, знаете, там накручивается этот текст, и вот его потихоньку раскручивают и читают в течение года. Вот год заканчивается, это вот осень, да, как раз, еврейский год как раз подошел к концу, и они заново перематывают и заново начинают читать. Интересно, правда? Но Библия была потом разделена на главы, Священное Писание разделили на главы там годы спустя, и практически разделили по главам, не просто вслепую.
разделили по смысловым значениям, чтобы легче было нам сегодня читать, нам с вами. И по смысловым значениям в некоторых местах, не всегда соответствует разделение на главы, не всегда соответствует законченной мысли. То есть, по идее, ведь как глава, когда заканчивается, мы читаем книги, мы так привыкли, что заканчивается, смысл главы закончился, перешло в другую, да? Вот что-то подобное. Иногда это не так бывает в Библии. Иногда в Библии смысл слова еще продолжается. Это и в книге Откровения есть, это и в Ветхом Завете много, и в Новом Завете есть, где пересекающиеся места. Из одной главы еще продолжается мысль в другую. И только там в начале, там в первых стихов заканчивается, и потом идет другая какая-то смысловая нагрузка, да? Согласен, пастор? И вот я бы хотел с вами немножко посмотреть, порассуждать, как раз поразмышлять о пророке Исаии, как о книге, которая является для нас прообразом всего Писания, и в центре которой стоит крест. В центре которой стоит крест. Удивительно, пророк Исаия писал за 700 лет до Рождества Христова. За 700 лет. А в центре его послания, центральная мысль его послания – это крест. Это искупление, это Йом-Кипур. Посмотрим? Давайте. Прежде всего, для себя, если кто-то зафиксирует, 66 глав у пророка Исаии. Это просто математика, может быть, кому-то будет полезно. И ровно 66 книг в основном писании Ветхого и Нового Завета. Есть еще апокрифы, добавляют некоторые книги, но они, во-первых, не во всех переводах далеко, и, естественно, не во всех общинах и не во всех конфессиях христианских используются. А вот эти 66 книг, которые основные мы считаем, вот в синодальный перевод, кто там, короля Иакова, канонический, вот этот канон, он состоит из 66 книг тоже. 66 глав у Исаии, 66 книг в Библии. Если вы посмотрите внимательно, то в Ветхом Завете ровно 39 книг. Поэтому, в принципе, то, что пастор сказал, Библия – это библос, то есть от слова библиотека, то есть собрание книг по-другому, да? Ветхий Завет весь в Танах, Тора и Танах вместе, то бишь Тора и Писания другие, да? Различные книги, там малые пророки, поэтическая литература. Их всего 39 книг. Если вы посмотрите на книгу пророка Исаии, вы увидите, что до 39 главы, полностью до 39 главы говорится о грехопадении и осуждении за грех. Наказание за грех. Прописывается прям очень-очень-очень много. 39 глава заканчивается, и 40 глава начинается словами «радуйтесь». Радуйтесь. Радуйтесь. А Новый Завет, Евангелие, как слово переводится? Радостная весть. Поняли? То есть следующие 27 глав пророка Исаии буквально, не копируют, но по смыслу это новозаветное послание. Послание освобождения, послание искупления. Увидели это? Не буду вам раскидывать там по главам прям, но еще раз, 1 по 39 это Ветхий Завет, с 40 по 66 главу это Новый Завет. Честно только махните рукой, кому уже стало интересно почитать пророка Исаию? Есть такие? Хорошо, а если скажу, что 5 поставлю? «27 глав Нового Завета» или книги пророка Исаии делятся на 3 раздела по 9 глав. 3 раздела по 9 глав. Понятно, 27, да, книг? 3 раздела по 9 глав. Это с 40 по 48 главу, с 49 по 57 и с 58 по 66. И что интересно, как заканчиваются все 3 раздела? Сейчас будьте внимательны, нужно будет открывать отрывки Писаний. Прям сразу можете открывать 48 главу, последний стих там уже. Все 3 раздела заканчиваются провозглашением того, что Бог никогда
не пойдет на компромисс с грехом. Все 3 раздела, если мы, еще раз, мы читаем с вами древнюю книгу, на которую больше всего ссылался наш Спаситель Иисус Христос, когда был здесь на земле. Когда он говорил часто написано, он ссылался большинство на пророка Исаию. Он очень хорошо знал эту книгу. И он очень хорошо знал пророка Исаию, как Писание. Библия говорит, если вы будете внимательны и сведете все в один контекст сложите, то евангелист Лука, когда описывает Иисуса Христа как человека и как сына человеческого с большой буквы, то он говорит, что Иисус с детства, с 12 лет, когда в храме произошло недопонимание, он остался там, чтобы обучаться, а родители уже там на 3 дня пути ушли, да? Потеряли ребенка, что, маленькое недопонимание. То когда родители вернулись и сказали ему, как же так, что же ты с нами сделал? И Иисус, помните, ответил, а вы что, не знаете, что мне надлежит быть в доме отца моего? То дальше сказано, что когда они вернулись домой, он был в любви у всех соседей. Мы сейчас-то в церкви иногда на некоторых детей смотрим и думаем, боже мой вообще, кто его воспитывает? Ну давайте, признайтесь честно, бывает. Так это в церкви. А ведь есть такие дети, которые, правда, вот все соседи смотрят, говорят, какой мальчик хороший. Есть же такое, бывает? Вот Иисус вот так рос, то есть в любви у всех соседей написано, в послушании у родителей и в учении, пребывая в учении. С 12 лет о нем уже сказано, что он обучался постоянно. А чему обучались евреи? Кто помнит? Пребывали в учении Торы. Танаха. То есть он изучал тексты, он читал. Казалось бы, ты же Бог, что тебе читать? Ты и так знаешь, это же твое слово. А нет, как человек, он этого не знал. И он это исследовал, изучал. Пребывал в Писании, в изучении, в познании. Аминь. То, что мы верующие, не означает, что нам больше не нужно Слово Божие. Иисус ссылался часто на пророка Исаию. И вот он, пророк Исаия. И о чем же он нам говорит? Все 3 части, 27 глав новозаветного послания, в каждой из них Бог заканчивает словом одним и тем же. Я никогда не пойду на компромисс с грехом. Я никогда не пойду на компромисс с грехом. По сути, по смыслу, по содержанию. Давайте посмотрим быстренько. Я так подведу сейчас к центральной мысли основной. 48 глава, 22 стих, выводите. «Нечестивым же нет мира, говорит Господь». Нечестивым нет мира, говорит Господь. Дальше, 57 глава, 21 стих. 57 глава, 21 стих. «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Подожди, мы же только что это прочитали, правда? Но только 9 глав назад. А слово одно и то же. «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». И давайте тогда уже, что мы там возьмем? 66 глава, 24 стих. «И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня. Ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». Основная мысль. Люди, отступившие от меня. Угу. Червь их не умрет, огонь их не угаснет. Короче, гореть им вечно. В аду. Говорят, ой, придумали христиане себе там, ад этот придумали. Но подождите, это не христиане придумали. Вот здесь пророк Исаия говорит об этом. Уже какая это форма будет, что имеется в виду под этим огнем и так далее и тому подобное. Я вот чувствую точно не курорт.
за отступление от Бога точно не курорт. Угу. Видим это здесь или нет? Друзья, еще раз, прообраз в новозаветном послании. А кто же тогда нас заставил вдруг сегодня, к 21 веку, в некоторых общинах, в некоторых деноминациях перевернуть Евангелие так, вывернуть его так наизнанку, что вдруг церковь начинает проповедовать: Бог Ветхого Завета – это злой дядька, нечего там ничего читать, нам это не полезно. А в Новом Завете Иисус, Иисусик, Иисусюленька, Муси-сю-сю-сю. Любовь, любовь, любовь. Пуси-муси, он вот такой теперь с нами. И что бы ты ни делал, и каком бы ты там ни был, он просто бусю-сю с нами. Вот такой он в Новом Завете. Но разве это не тот же Бог? Если мы откроем Евангелие и начнем читать, не тот ли Бог говорит, что он по-прежнему не согласен с отступничеством и с бунтом и никогда не пойдет на компромисс с грехом? Никогда. Аминь? Идем дальше тогда, дорогие. Хорошо. Заходит. А средний раздел вот этих 3 разделов по 9 стихов, средний раздел, я уже сказал, 40 по 48, 49 по 57 и с 58 по 56. Средний это с 49 главы по 50 как раз таки 7. Там центральная глава будет какая по номеру? 53. Ну это ты по догадке так, да? Что долго считать? К ней придем, да? Да. С 48 по 57 центральной из 9 этих глав в центре будет стоять 53. Но трудно из нечетного числа сделать центр, правда? Ну, честно, если быть. Так вот, 53 глава начинается не с 53 главы по смысловому значению, а откройте-ка вместе со мной 52 главу с 13 стиха. И с математикой я сейчас закончу, подведу последнее в математике. Если вы возьмете с 52 главы с 13 стиха до 15, 3 стиха. И по смыслу вы увидите, что это начало 53 главы, где там в дальнейшем раскрывается все значение, весь смысл того, о чем говорится во всей 53 главы. Возьмете 3 стиха 52 главы и добавите 12 стихов 53, то получится сколько в количестве? 3 и 12. 15. Вот эту держите цифру в голове, и дальше мы сдвинемся. Итак, 52 глава с 13 стиха. Ну, давайте читаем тогда. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен, паче или хуже, всякого человека лик его, и вид его паче или хуже сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют перед ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». О ком здесь идет речь? Давайте еще раз посмотрим. 52 глава. Я уж открою свою тогда. Давайте я по-другому чуть-чуть прочитаю. «Вот, раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен, паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих». Слово «паче» означает «больше» или «хуже», понимаете, да?
Кто-нибудь бывал в травматологии когда-нибудь? Попадали с рукой, с переломом, что-нибудь было такое? Вот врачи, наверное, знают, что это такое, ну, из разных профессий. Я вот попадал с переломом, там то дочка руку сломает. И там почему-то все время в очереди какое-нибудь побитое лицо попадалось. То ли автомобилем сбитое, знаете, там, ну, утрирую, да, то ли друзья поколотили. Вот всегда попадалось почему-то, как придешь в травматологию, ну, за 15 минут там все равно увидишь какого-нибудь такого, ну, понимаете, да, там, как говорится, далеко неприятное, избитое какое-нибудь лицо. Библия говорит, лицо Христа было искажено, изуродовано больше, чем у всякого человека. Он стал совершенной жертвой, не забудьте. Он удивил многие народы, многих царей, потому что ждали, даже его друзья, его приближенные, апостолы, ждали, что он принесет Царство Божие на землю и придет как царь. А он был истязуем, поражен, избит, изуродован, унижен, хуже всякого человека на земле. Хуже всякого человека на земле. Сильнее по-другому. На него было бы, если бы получилось у нас посмотреть, смотреть было бы намного страшнее, чем на любого, который, может быть, валяется где-то на улице, избитый, изувеченный. Это не самая приятная картина, но она очень важна. Она очень важна. Итак, 15 стихов центральной главы мы делим, или они делятся, они раскладываются на 5 разделов разных, по 3 стиха. Первые 3 мы уже прочитали. Поняли, о чем говорю? Еще раз. Вся глава, включая 52 с 13 по 15, они присоединены по смысловому значению к 53 главы, потому что о нем начинается речь, и о нем же она в 53 и заканчивается. 15 стихов, по 3 стиха, 5 разделов. Центральным разделом 5. Это значит 2 вверху, 2 чуть пониже и 1 в центре какой-то. И вот тот, который в центре, центральная мысль 53 главы, это стихи с 4 по 6. Давайте прочитаем центральную мысль. Всего послания пророка Исаия. 53 глава с 4 стиха по 6. Готовы? Но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Где это произошло? За 700 лет до Рождества Христова написано. Пишет пророк. Центральная мысль всего его послания. И где же это произошло? Крест. На Голгофе все это произошло. Мы думали, что его туда Бог отправил. Бог послал Сына Своего, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог отправил его на крест. Бог отправил, Бог сделал, Христос ушел, сошел, пришел, вышел, воскрес, аллилуйя. И мы теперь тоже ждем, что мы, может быть, воскреснем. Вот наше богословие. Но пророк Исаия напоминает нам, не Бог его туда отправил. Он был мучим и истязуем за грехи наши грехи. Или грех как субстанция. Не наши грехи, чтобы сейчас каждый вдруг почувствовал себя такой, там, виновным, знаешь, там, не твои поступки, а грех как субстанция. Но это означает только следующее.
Если бы после Адама или у Адама был бы всего один ребенок, и это был бы ты, из-за вот тебя лично, грешника, ему бы пришлось сделать то же самое. И он был бы истязуем и наказуем на этой земле. Для того, чтобы освободить тебя или покрыть все беззаконие, чтобы вернуть тебя на место. Вернуть откуда? Вопрос у меня. Вернуть откуда и куда? Для чего он все это сделал? Извязлен, поражен, истязуем за грехи наши, вместо нас. Наказание мира нашего, понимаете, не его мира. Но это же он сотворил этот мир, пусть и отвечает сам, да? Пастор, ты усыпил он брата, ты и буди, да? Кто усыпил, тот и пусть будет. Бог, ну ты такой мир сотворил, все, что мы видим, ну кто виноват? Ну ты виноват. Нет. Мир, в котором мы сейчас живем, это мы с вами сотворили. В Адаме. Да, я понимаю, лично ты ничего плохого не сделал этой планете, но извини, мы все были в чреслах Адама. И проклятие на всю землю распространилось от нас. Поэтому и написано наши, не Адама грехи, а наши. Но чтобы грех уничтожить, нужно было разобраться с Адамом. Ну, в самое начало вернуться. Так я еще раз спросил, в ответ не слышу ничего. Для чего или какова суть этого была греха, который он покрыл своей жертвой? В чем сущность этого греха была вообще? В том, что он узнал, что ты за сарайкой курила в детстве? В том, что он узнал, что ты подсматриваешь на какие-то юбки, заглядываешься? В том, что ты в стакан залез, что ли? Или в том, что ты наркотики употребляешь? Или в том, что у тебя мысли дурные? Нет, это все последствия греха. Это все последствия греха. Суть заключается в бунте против Бога. Суть всего греха и грехопадения – это бунт против Бога. Давайте посмотрим Исаию 1 главу. Откройте 1 главу. 1 глава, 2 стих. Пока 2 стих. Угу. Открыли? Давайте я прочитаю. Вот как было бы хорошо, если бы вы свои Библии носили с собой. Прям было бы такое счастье, чтобы вы с ними работали, с этими текстами. Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит. Бог говорит. И дальше. «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Представляете, выходит величайший пророк Ветхого Завета. И первые слова. «Так говорит Господь. Послушайте небеса и послушай земля». Он не говорит, послушай ты, сестричка там, или послушай ты, братец. Послушай женщина, послушай мужчина. Не к мужчине, не к женщине, а по большому счету ко всей вселенной. И небеса, и земля, слушайте меня. Я сейчас обозначу проблему. Так говорит Бог. Я создал сыновей моих, а они возмутились против меня. Вот проблема всей вселенной. Бунт против Бога. Давайте еще туда же пару мест накину. Угу. Позволите? Там же 5 стих и 6 стих. Там же в 1 главе. «Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах,
и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные, и не смягченные елеем. Состояние, представляете, да? А кто таким стал вместо нас? 52 глава с 13 стиха. Он изъязлен был за грехи наши. Потому что Бог увидел, что грех сделал с нами. Мы покрылись ранами, покрылись язвами, покрылись беззаконием, стали черствыми, несмягченными, побитыми и перебитыми. И чтобы искупить нас от греха, от этого бунта против Бога, чтобы убрать как субстанцию грех из нашей жизни, бунт против Бога, нужно было, чтобы сам Бог, став человеком по образу и подобию, сам взял на себя все эти язвы, побои, уничижения, унижения, был изуродован до беспредела, чтобы забрать все наши немощи на себя. Поэтому не вместе с Ним, а вместо нас. Вот это важный момент. Мы думаем, что мы там что-то где-то играем какую-то роль. Слово «немощи», которое здесь используется в Ветхом Завете, вы это можете найти потом, покопаться в Библии, если кто-то любит там все эти переводы, индексы там читать и пользуетесь подстрочниками, делая вид, что знаем греческий иврит, да? Ну, можете поискать, сейчас, благо, очень много инструментов полезных. Слово «немощи» в Библии используется, вот которое здесь употребляется в 53 главе, в описании того, что прошел Иисус Христос. Это слово употребляется в Новом Завете в Писаниях в Ветхом Завете 24 раза. 24. А вот слово «болезни», там же есть еще и слово «болезни», помните? Кто-то говорит, ну, в разных переводах по-разному, но в оригинале-то слова остаются. Мы их можем трактовать по-разному, но в оригинале-то слова остаются. Это 4 стих, да? Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Есть переводы, где и понес наши беззакония, и что-то там, ну, в общем, что только не придумают переводчики, но вольной трактовки никто не отменял, а вот в оригинале это слово «болезни». А это слово встречается в Ветхом Завете 44 раза, 44, и буквально означает физические болезни. Он понес наши немощи, и он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. И концовка, да? И ранами его мы исцелились. Вот вчера мы как раз здесь говорили, физические болезни, не духовную какую-то болезнь, не грех как болезнь, не придумывайте себе ничего. От греха он нас освободил. И исцелиться от греха невозможно. А вот от болезней мы продолжаем исцеляться. Все, что нам нужно, доверять Богу, верить Богу. Все болезни исцеляются? Нет. История человека говорит, что нет. Даже уже после Христа. Ну, а я вам больше того скажу. Даже по примеру вот здесь присутствующих в зале, представьте, что мы, это в истории вся церковь. Вот за все годы, за всю историю, понятно, за 2000 лет христианства. Вот представьте, здесь все сидят христиане. И знаете что? Я вам скажу, что из всех присутствующих бы христиан максимум 10-15 было бы процентов людей, верующих за всю историю церкви, которые по-настоящему, доверяя и веря Богу, просили бы физического исцеления. Большинство бы даже не попросило. И причем по разным причинам. Одни не верят, что это относится к ним. Ну, например, я когда покаялся в церкви, уверовал от прошлой моей жизни, далеко не очень хорошей,
начали проявляться какие-то, в общем, на моем теле какие-то последствия. И я, когда обратился, помню, там как-то в группе стояли, разговаривали в семинарии, 2 врача были, мы общались, то мне прямо 2 служителя прямо в глаза сказали: а ты что хотел? Христос тебе грехи простил. Радуйся, что Он тебя в вечность взял. Ну, то есть ты на последний автобус успел. А вот из-за своих грехов в прошлой жизни, ну, примерно звучало так: мучайся, тварь, до конца дней. Это ты несешь крест свой. Ну, звучало все более благочинно. А ты что, Юра, хотел? За прошлые грехи нужно крест всю жизнь нести. Это твой крест по жизни теперь. Если б я знал тогда слова апостола Павла, я бы ему сказал: да запретят тебе небеса так говорить в мой адрес. Но я сказал по-другому, что я не согласен. И вот 2 брата, врачи, они сказали: не-не-не, Юр, не верь, не верь. И они мне показали места Писаний, которые говорят о том, что мы приняли от Него и физическое исцеление тоже. Сказали: верь, делай вот это, вот это, вот это, вот это, и верь, что Бог тебя исцелит. И несколько раз я бы мог рассказывать и показывать. Меня в Ярославле проверяли, и УЗИсты меня проверяли, и, ну, в общем, целая группа там врачей. Когда я свидетельствовал, друзья оказались в церкви верующие, говорят: слушай, приди к нам, мы хотим тебя посмотреть. И смотрели, и сказали: вот это да, но это реально чудо. Бог умеет творить чудеса с нашими физическими телами. И Иисус умер на кресте, и Библия говорит: ранами Его мы исцелились. Аминь. Всегда? Нет, не всегда. Иногда мы идем к врачам по разным причинам. За 55 лет у меня одна была операция, вот недавно совсем, да? И то сам запустил. Думал, печень болит, 4 дня почти дома провалялся. Поехал к УЗИсту, чтобы печень посмотрел. Он посмотрел, говорит: все в порядке. Я говорю: а болит-то что? Он говорит: а это не ко мне, это срочно на скорую. На скорую приехал, и через 40 минут меня уже подняли на операцию. Оказывается, я 3 дня, ну, 4-й там, по сути, пошел уже с, гнойный, вот этот вот аппендицит, там, ну, чего-то там. В общем, короче, запустила. Я думал, печень болит. Говорю: что так затянуло? Я говорю: если бы мы знали, как только заболело, если бы у нас сразу сигнал в голове, знаете, бегущая строка: это у тебя точно аппендицит, то-то-то, обратись к врачу в такое-то время. Вот было бы хорошо. Но нету внутри человека компаса, мы не все знаем. Поэтому иногда обращаемся к врачам: все в порядке, нет проблем. Но я знаю также случаи, целые книги есть об этом. Был период, это были начало 90-х, где-то там в районе вот этих Филиппин. В церквях люди молились, у них пломбы вылетали, зубы восстанавливались. И потом, как богословы собрались, такое, ну, была международная такая конференция большая, говорит: почему только на Филиппинах? Ну что за вот это вот учение? И братья пришли к выводу, я не знаю, как там на самом деле все было, но я знаю точно, братья пришли к выводу: на Филиппинах была огромная проблема вообще со стоматологами. И, видимо, в церквях так сильно начали верить за больные зубы, что начали получать восстановление. Может это быть? Я не знаю. Но я верю, что то, что свидетельствовали люди, я верю, что Бог умеет творить чудеса. Аминь. Но не это главное. Главное это не в физическом. Главное в другом. На Голгофском кресте то, что сделал Христос, взяв на себя все наши немощи и как жертва, покрыв грех, очистив нас от бунта против Бога, Он восполнил все нужды потомков Адама навсегда. Другими словами, Он ответ на все твои нужды. В Нем есть ответ на все твои нужды. И этот ответ в жизнь верующих приходит через Голгофский крест. То есть бунт, проблему человечества, он решил на Голгофском кресте. Бунт против Бога. Давайте посмотрим, что произошло на кресте. Все зло, которое мы творили, все зло абсолютно, и которое мы должны были по справедливости понести. Библия говорит: наказание за грех — смерть.
Все согрешили и лишены славы Божьей. И, пожалуйста, на уровне людей не меряйте. Вчера мы об этом проговорили тоже. Не меряйте горизонтально. Ну, я же никого не убивал, поэтому я лучше, чем вон тот. А ты уверен, что ты точно в глазах Бога лучше, чем Чикатило? Ты точно уверен, что в глазах Бога ты лучше, чем какой-либо насильник? Потому что ты так не делал. По отношению людей в нашем мире, да, в нашем социуме, который мы создали и в котором мы прописали правила, да. Но это по отношению людей. Не помните, может быть, может кто-то помнит, были передачи такие одно время, и даже в книгах описание происходило. Берут два лица, два человека и показывают, говорят, вот, допустим, вот X какой-то мужчина, да? Смотрите, там, сделал вот это, преступник. И берут кого-то там хорошего, как пример. Как вы вот относитесь к этому? Ну, понятно, большинство сразу к этому плохо, однозначно, преступник, то. И берут и показывают всю историю жизни этого человека. Оказывается, его привело к этому вот то. Ну, там, неважно сейчас что-то там. В детстве, оказывается, он там был изнасилован, у него там мама его бросила, там гулящая была, папа был таким, там это было такое. То есть его условно, вытолкнуло в эти условия, вытолкнула жизнь, социум вытолкнул. А этот социум сидит, вот он в зале. И говорят, а теперь как? И представьте себе, это были, как эти, не тесты, как это называется, эксперименты психологов. До 99% после того, когда показывали полноценно жизнь этого человека, они оправдывали этого человека. В этом же зале. Только что вы вынесли приговор этому человеку. Но когда узнали всю его жизнь и как мы с вами повлияли на этого человека, мы условно, понятно, да? Социум. Этот же социум, понимая, что произошло, и осознавая свою ответственность, оправдывает преступника. А того хорошего, который вроде как бы хороший, когда начинают рассказывать о его его уже круг жизни, в конечном счете его осуждают. Но изначально вообще красавчик. То есть мы смотрим по внешнему, и нам кажется, она чуть-чуть лучше, чем она, а он немножко лучше, чем он. Но Бог-то смотрит с другой высоты, из другого измерения. Он сердцеведец. И он знает, что в сердце человека изначально был бунт. Каждого. И каждый с таким бунтом рождается. И поэтому он сказал, нужен крест, который навсегда положит конец этому бунту. Каждый, кто приходит к этому кресту и принимает верою Спасителя, получает освобождение от этого бунта против Бога. А вместе с этим восполнение всех своих нужд. Позволите, я вам покажу, какие именно нужды, хорошо? Я уже сказал, что по справедливости должно было прийти на нас, а пришло на Христа. В послании к Коринфянам написано, Он вместо нас стал грехом на Голгофском кресте. 5 глава, 1 послание, по-моему, 5 глава, 23 стих, если не ошибаюсь. Можете вывести, проверить. У нас в переводе написано, вместо нас взял грех на себя. В оригинале написано очень просто и конкретно. Вместо нас стал грехом. Представляете, чем он стал на кресте? Почему Отец разорвал не отношения, а на мгновение, помните, Христос возопил Отцу, потому что в этот момент святость не могла присутствовать вместе с грехом. А Христос в этот момент не был сыном Бога. Он был грехом. К преступникам причтен был и стал грехом на Голгофском кресте. Мысль понятна или нет? Всю субстанцию, если хотите, метафизически, как субстанцию, грех он взял на себя полностью. Если угодно, вот эту опухоль, которую нельзя потрогать, он взял на себя, он стал этой опухолью на Голгофском кресте. Поэтому Отец, как святость, как
чистота, не мог находиться вместе с грехом. Грех и святость не уживаются и не находятся вместе. Он вместо нас это сделал, чтобы все благо, принадлежащее Ему, заслуженное Его безгрешной жизнью и Его послушанием, стало доступным для нас. И вот 9 пунктов того, что именно произошло. Иисус был наказан, чтобы мы получили прощение. Вместо наказания прощение. Первое. Иисус был изранен, чтобы мы получили исцеление. Раны, исцеление. В обмен что мы получаем? Он получает наказание, мы получаем прощение. Он получает раны, мы получаем, громче. Иисус был сделался грехом, то есть нашей греховностью, чтобы мы стали Его праведностью, чтобы мы стали праведными. Он стал грехом, чтобы мы Кто из вас верующий? Махните рукой. В Бога я имею в виду. Потому что все верят, когда в автобус садимся, да, все верим, когда есть садимся, что поедим. Нет, я имею в виду верующий в Бога. А кто из вас каждый день, вы же, надеюсь, каждый день подходите к зеркалу утром, как минимум утром, умываясь. Кто из вас утром перед зеркалом здоровается с тем, кого там видит, и говорит ему: я так рад, что ты праведность Божья. Или это слишком высокомерно? Почему мы продолжаем заниматься самоосуждением? Причина только в одном. Мы отворачиваем глаза от Голгофского креста. Я понятно говорю? Когда девочка родилась, росла в любви у мамы, у папы, у друзей. И папа называл ее принцессой, и мама ее любила, и она росла, все прекрасно, в хороших условиях. И вот она пошла учиться куда-то, уехала где-то в университет, хорошо поступила, хорошо училась, и вышла замуж. Но муж оказался без груш, в общем, такой, знаете. И он начал ее унижать, он начал ее бомбить словами. Знаете, есть такое унижение, не физически ничего, но унижение на уровне слов. В кино знакомо кому-то такое, нет? В жизни нет, я знаю, у вас такого нету. И в вашем городе так не было никогда. Но в принципе в кино, знаете такие ситуации? И что мы можем увидеть буквально через год, через два с этой девочкой, которая еще 2 года назад знала, что весь мир для нее. И весь мир — это свет, это благо. Знаете ли вы, что первые выпускницы была открыта школа для девиц, школа благородных девиц. Знаете, только не перепутайте, это не про то, что исказили в книгах потом. Это очень хорошая школа, Екатериной была открыта, императрицей. Первые же выпускницы еще только при поступлении уже были расписаны за всеми дворянскими родами. Расписаны, кто за кого замуж пойдет. Представляете? То есть каждая девочка, они были обучены самым лучшим наукам того времени. Потому что императрица Екатерина, она была такая человек просвещения, человек такой реформации, мысли, науки. Она переписывалась с Вольтером. Писучая тоже была, написала много всего. Такая, в общем, тетка очень работоспособная. И кофе много пила, кстати. Так вот, все эти девочки, которые были подготовлены к жизни, а учили их и подготавливали к жизни, к вот этой. Гуманизм был в это время в моде. Все прекрасно, все чисто, мир великолепен, мир белый, мир просто сияет. Вы сейчас придете туда, в этот мир, и там все сияет для вас. Так вот, весь практически первый выпуск этих женщин, когда вышли замуж, как только заканчивали, в этом романтическом состоянии. Вот выпускницы в романтическом состоянии, выпускаясь, практически каждая выходила замуж. Были потрясающие свадьбы.
Прекрасные. Если бы сейчас Радзинского мы включили, он бы сейчас сказал: они выходили, ай, как это было прекрасно. В общем, все примерно так. Смотрите Эдварда Радзинского, да? Хороший историк. Они вышли все замуж. Если не ошибаюсь, более 90% из них, или, по-моему, даже все, покончили жизнь самоубийством в конечном счете. Почему? Полное разочарование по отношению к тому, чему их научили, и по отношению к тому, с чем они встретились в реальности. Почему у нас, у верующих, я задаю вопрос каждому сейчас. Слово Божье говорит о нас одно, а воспринимаем мы себя совершенно по-другому. Писание говорит, что мы праведность Божья, потому что Он стал грехом, а мы на себя даже в зеркало не смотрим. Мы на Него смотрим просто для того, чтобы вытереть от капель, потому что зубы чистили. А так как они у нас шифером, то вода летит во все стороны. Я же по лицам вижу, когда вы приходите в зал. Нет, не сегодня, я не наблюдал за вами. Но вот, пастор, установи ты эту камеру уже в конце концов. Не камеру в смысле, чтобы всех в камеру, а видосик, просто видосик. Вот установи, когда они входят сюда. И пусть потом каждый на себя посмотрит, просто, даже без звука. Но крупно, чтобы лица были видны, искаженные любовью. Может, это нам поможет? К самим себе относиться по-другому начать. Неужели это я? Кто-то слышал свой голос в записи? Кто-то слышал? Да? Слушаешь, так, это я? Не может быть, правда? И пытаемся потом в следующий раз как-то так, ну, значит, это. Думаем, что, то, как мы внутренним ухом себя слышим, то так же мы, перезапишемся и будет. А потом слушаем, еще хуже получилось. Лучше бы говорили, как есть, правда? И причина только в одном. Вам любой медик об этом скажет. Вы никогда себя со стороны не услышите так, как вы слышите себя, пока вы говорите. Потому что, когда вы говорите, вы слышите себя внутренним ухом, и вам кажется, что у вас вот такой голос, и вас так все слышат. А все-то как раз вас слышат так, как вы на кассете записаны. На самом деле. Понятно, о чем речь, да? Вот я к чему подвожу, друзья. Внутри нас уже заложено Святым Писанием, заложено Божьей работой, заложено работой Христа через Голгофский крест праведность. А снаружи мы все еще как будто во грехе продолжаем пребывать. В каком-то неуверенности в самих себе, в депрессии в какой-то, в пренебрежении самими собой, в самоуничижении. Неужели вы думаете, что от этого больше как бы вы заслужите перед Богом? Так сами себя пожурили, еще ущипнули, и Бог такой: да ладно, люблю. И вы такие: ну хорошо, сегодня хорошо, завтра еще сильнее себя щипану, чтобы вот все-таки папа сказал, что он меня любит. Да любит, все в порядке. Верой это прими. Аминь. Я не остановился, я только 3 прочитал, а их 9 аспектов. Иисус умер нашей смертью, чтобы мы раз и навсегда, чтобы нам принять Его жизнь, раз и навсегда Его жизнь. Жизнь вечная – это не то, что будет потом. Жизнь вечная – это уже здесь и сейчас. Уже все, шансов не будет. Поняли о чем? Шансов не будет потом. А вот потом начну жить. Ты уже здесь живи. Все, процесс начался. Он начался метафизически на Голгофском кресте, когда тебя еще на земле не было. Но вместо тебя он уже тогда взошел на крест. А для тебя это началось в день, когда ты принял верою. Как только ты принял верой, все, жизнь вечная навсегда вошла в тебя. 5. Иисус сделался проклятием, чтобы мы получили благословение. 6. Иисус претерпел нашу нищету, чтобы мы имели Его изобилие. 7. Иисус понес наш стыд, чтобы мы имели Его славу. Помните, Он был раздет, с Него были сорваны одежды.
Вы понимаете, что такое на Востоке без одежды? Вот у меня тут рассказывали недавно, кто-то ездил на Кавказ, и там на пляже купаются в длинных не паранджа, там, вот эти вот, да, восточная одежда, да. И нашим женщинам, неудобно там в купальниках выйти, не к месту вообще. И правильно, потому что в некоторых странах, если нашим просто неудобно, может быть, могли бы, как говорится, дерзнуть, почему бы и нет, то в некоторых странах за это могли бы побить камнями. Или избить палками прямо на пляже. Потому что, не соответствует. Стыд. Понимаете, голая, оголенная стыд. И Иисус взял на себя стыд. Вместо нас. Чтобы нам дать свою славу. Одеть нас в славу Божью. Восьмое. Иисус претерпел наше отвержение, чтобы мы наслаждались Его принятием. Мы приняты раз и навсегда. С отверженностью покончено. И девятое. Наш ветхий человек умер во Христе. Об этом послание к римлянам очень хорошо говорит. Чтобы в нас жил новый человек. 9 аспектов. Я их назвал, вы записали, можете потом пересмотреть. И, наверное, подводя итог, я бы сказал первой части моего вступления. Я бы сказал следующее. Мы никогда внутри самих себя не найдем ни одной причины в самих себе, заслуживающей участия в Его обмене. Ни одной причины нету внутри тебя, и я сейчас это говорю не для того, чтобы унизить, ты недостоин. Не-не-не. Просто вы должны это понимать. Внутри тебя нету ни одной причины, которая бы заслуживала того, чтобы ты получил право на этот обмен на Голгофском кресте. Аминь. Уловили мысль? То есть, другими словами, жертва Голгофского креста – это абсолютно суверенная благодать и максимально неизмеримая Его любовь по отношению к нам. Мы освобождены от власти греха, от влияния греха по благодати. Благой дар. И абсолютно неизмеримая, максимально проявленная к нам любовь. Не потому, что ты, а потому, что Он. Не в тебе причина. Не в твоих поступках, не в твоих делах. И даже не в твоем покаянии. Потому что я покаялся, я стал праведником. Не. Кстати, мы вчера говорили, покаяние, буквально греческое слово, означает изменение ума прежде всего. А у нас почему-то это понятие в церкви зачастую исказили на то, что покаяние – это выйти перед всеми, рассказать о своих грехах, а в некоторых еще сразу водное крещение принять, и все, через 6 месяцев после изучения. И тогда ты точно покаялся. А другие некоторые богословы различных времен, если не было слезинки, не было и покаяния. То есть покаяние должно было сопровождаться слезами. И у меня ощущение, что некоторые это читали, пастор. И поэтому до сих пор в церковь приходят с такими лицами, как будто вот-вот сейчас заплачут. Тогда просто не плакали, когда Христа приняли по вере. А сейчас все хотят сделать вид, что вот теперь они будут плакать. Плакальщицы такие, знаешь? И плакальщики. Мужчины такое суровое лицо делают, да, такое натягивают себе, чтобы в 20 выглядеть как в 50. Лицом показывая всю суровость святой жизни. Так, чтобы молодежь зашла, увидела и сказала: Господи, в жизни не зайду больше в этот. А потом думаем, куда наша молодежь девается. Давайте я закончу вот на чем. Первое послание Коринфянам. Я на самом деле завершаю. Первое послание Коринфянам. Надеюсь, это будет вам полезным. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 45 стих. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 45 стих. А что у нас там с экраном?
Не горыть? Или за спиной у меня работает, да? Угу. О, уже и тут работает, хорошо. Но я все-таки из Библии возьму. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душой живою, а последний Адам есть дух животворящий. Скажите, последний Адам. Еще раз скажите, последний Адам. Видите ли, Адамов только первый и последний. Других Адамов больше не будет. Никогда. Если кто-то не понимает, я поясню это через буквально еще один стих. Давайте, 47-й, по-моему, да? Да, 47-й здесь. Первый человек из земли, перстный. Второй человек, Господь с неба. Скажите, второй человек. Что мы проговорили? Последний Адам и второй человек. Какой же он второй? У Адама вон детей, как начнешь читать эти перечисления, и потеряешься там в этих поколениях. Вот в чем суть. Бог создал человека по образу и подобию своему, Адама. Абсолютно совершенным, по своему образу и подобию. Из-за бунта человек, Адам, потерял связь с Богом, и грех вошел в жизнь всего человечества и всех потомков Адама. Чтобы все вернуть обратно, Богу понадобился последний Адам. Был первый и последний. С небес. Должен был новый Адам появиться, последний. Бог говорит, больше не нужно, достаточно. То есть это означает, почему последний? И что это точнее для нас? Это для нас означает, что то, что было сделано на кресте, достаточно для всей вселенной. Слушайте, небеса и земля. Я сотворил человека, а он взбунтовался против меня, говорит пророк Исаия. Я пошлю последнего Адама, который этот бунт возьмет на себя. И больше не понадобится. Это будет совершенная жертва. Больше Адам не понадобится. Не нужно будет пересоздавать человечество заново. И последний или второй человек было первое человечество, все потомки от Адама. И второе, все потомки от Христа. Так понятно? Еще раз. Христос, по сути, заменил падшего Адама, гора Голгофа, гора черепа. Да? Кто-то знает это или нет? А помните, на православных крестах внизу кости и череп? По устному преданию. Вот так вот. Говорят, что это та самая гора, под которой был похоронен Адам. И метафизически или символически кровь Христа на Голгофском кресте должна была омыть беззаконие, череп. Кровью Христовой должно было быть смыто с Адама первого, последним Адамом. Чтобы для всего человечества первого, вторым человеком, чтобы из-за первого человека поражение остановилось и пришло благословение вторым человеком в этот мир. Таким образом, тот, кто принимает Христа по вере, принимает внутрь себя нового Адама, последнего, и становится вторым, присоединяется ко второму человеку. От него теперь моя родословная. Аминь. Классно? Аж заулыбались, правда? От него моя жизнь
не от Адама ветхого, от Адама последнего. И не от человечества вон того, из Эдемского сада падшего, а от человека вот этого, с Голгофского креста. Поэтому, пастор, я вчера и говорил, крест, он разделяет вселенную на две части, на до и после. Мое время течет не от Эдемского сада, и моя история не оттуда. Моя история от креста Голгофского. Аминь. «52 глава Исаии, 13-14 стих, заканчиваем. Все. 52 глава, 13-14 стих. Еще раз. Туда же вернемся, где были. Вот, раб мой, будет благоуспешен. Ну, начало хорошее. Пожелание тебе на день рождения. Будешь успешным. Хорошее пожелание. Было бы хорошее пожелание, если бы тебе успеха пожелали. Приятно, правда? И дальше. Будет благоуспешным. Возвысится, вознесется. Ну хорошо, давайте на человеческий язык. Губернатор к тебе приходит, говорит, поздравляю с днем рождения, возвышу тебя, подниму тебя в нашем городе. Ну, уже как минимум на человеческом уровне понимаем. Ну, это неплохо, социальная лестница уже готова. И дальше. Как многие изумлялись, глядя на тебя, столько был обезображен. Подожди, что же за вознесение такое? Что же за возвеличивание такое? Я, говорит, тебя подниму, только сначала пройдешь через тюрьму. Я тебя подниму, только сначала изобью. А Иосиф не так был возвышен в Египте? Не через тюрьмы прошел, не через ямы. Верно? И Христос должен был быть унижен вместо нас, чтобы бунт всех нас был на нем. Для того, чтобы быть потом, взяв это все, сойти в места преисподней и победить смерть. Апостол Павел говорит, где твое жало, смерть, куда она делась? Все, оно не имеет никакого больше влияния, потому что там, на кресте, был Христос распятый. И Он был возвышен, был возвеличен, и все цари земли удивились. И так и есть, мы видим историю. Давайте встанем. Закройте глаза, пожалуйста. Я хочу, чтобы вместе провозгласили. Ой, можно все эти аспекты еще, 9 этих аспектов, если разбирать, друзья, в Писании, как они прекрасны, как великолепны. Но нет времени у нас для этого сейчас. Что бы я хотел точно, чтобы у вас осталось? Послание главное. Первое, пребывайте в Слове. Исследуйте Писание, потому что они говорят о Нем. Второе, главная мысль в Писании – искупление через Голгофский крест. Он является центром всего Писания, всех посланий. Голгофский крест. Не успех успешный, успехатора и достигатора. То сегодня в церкви одни достигаторы. Это тоже неплохо. Так как этого не хватало раньше, то это тоже неплохо. Как энкаунтеры, знаете, кто-то был же у нас, да, на энкаунтерах. Они вообще начинались для неверующих людей. Чтобы вообще неверующий человек быстрее погрузился, как бы, знаете, такое экспресс-погружение, и выходит, и, ну, как бы быстрее ряд проблем решились, знаете. Есть вот у стоматологов такая... У меня дочки вот вырывали эти коренные, как эти, не коренные, зубы мудрости. И доктор говорит, ну, можем, да, надо вот этот вытащить, там надо вот тот вытащить. И мы уже так, ну, ладно, да, как, что? Он говорит, ну, а есть, говорит, другая форма, можно разом все вытащить.
А как это? А там какое-то чего-то делают, что-то она улетает, и ей сразу все. То есть за одну операцию все вытаскивают. Я не понимаю как, но это экспресс. Потому что если по-другому, один вытащишь, пока пошел, пока сходил, пока пришел, потом второй, потом ты. Ну, то есть, и говорит, ой, там, а она такая тоненькая у меня, Маргарита, дочка. Классная, короче. Вот. И доктор говорит, а у нее, ну, вот эти, да, зубы вот эти. Он говорит, такой смотрит на нее, ну, скорее всего, будет вот тут такое, как будто ей кулаком в лицо ударили. Ничего подобного, сделал сам эту операцию, все вытащил, вообще даже не опухло, вот ничего не было, ни тут, ни там, ни такого, ни такого. Все вот поняли, да, как это концентрировано в одном месте разом. Вот энкаунтеры были вообще изначально для неверующих людей, чтобы концентрированно люди приняли то, что есть во Христе, и, ну, начали возрастать. Как говорится, удобрение под дерево. А проводили мы их в основном для кого? Для церквей. Почему? Да потому что наша христианская жизнь была настолько, скажем так, лишена многих вопросов, которые могли решаться вот на энкаунтерах. Настолько лишена, что все верующие в первую очередь пошли. И сказали, нам самим сначала надо. Врач, исцели себя сам. То есть нам нужно самим сначала получить. И пошли. И вот у нас в России, если в Колумбии это для неверующих, то в России это пошло наоборот, для многих верующих. Оказывается, столько раненых, столько больных, да? Ну, мы проходили все это, знаем. Вот я о чем. Нам самим еще нужно. Нам самим нужно пройти. Поэтому, изучая, исследуя, погружаясь, для того, чтобы самим укрепиться, самим утвердиться в Его Слове. Закрывайте глаза вместе, давайте скажем. На Голгофском кресте Иисус понес мой бунт и все его злые последствия. Я благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель. Аминь. Да благословит вас Бог стоять твердо на Слове Божьем. Друзья, будут большие испытания. Будет очень много в ближайшие годы. Не провозглашаю, предчувствую. Очень много больших, сильных испытаний будет. Не только экономических, эмоциональных. В огромном количестве семей будут очень сильные такие испытания личных взаимоотношений. Кто-то будет выдерживать, кто-то нет. Это сильно Америка, допустим, проходила в 1929 году, вот это время Великой депрессии, когда разводы происходили не из-за того, что ссорились, из-за того, что муж не мог обеспечить семью и по слабости своей человеческой бросал, уходил, потому что самому выжить было легче. Понятно, да? Вот я уверен абсолютно, много мы будем сейчас проходить. Это не только будет в экономике, но экономика будет важным фактором для вот этих испытаний. И это и на уровне политики будет и так далее. Но если мы с вами все, каждый из нас отдельно, будет держаться за Голгофский крест, будет держаться за Божье Слово, мы 100% пройдем любые испытания. Мы даже, как апостол Павел, закованные в кандалы, в тюрьме сможем восхвалять Господа. Аминь. В любое время, во всякое время, какое бы мы ни проходили, первое, мы, имея уверенность в том, что мы уже в вечности, не будет страха перед смертью. Страх перед смертью должен уходить от нас. И он может уходить от нас не тем, что мы думаем, так я больше не боюсь смерти, я больше не боюсь смерти. Не вот эти вот эзотерические штучки всякие. А страх перед смертью должен уходить от Слова Божьего осознания и уверенности в том, что я уже имею жизнь вечную. Аминь. И мне просто нужно пройти, одни ворота будет еще следующие. И в свои ворота, вот сюда, не вкладывайте лишнее. Не вкладывайте сплетни, не вкладывайте лишнюю информацию. Средства эти, как они там, СМИ, да? Как это переводится? Нет, это переводится как средство манипуляции индивидуумом. Поэтому не позволяйте вами манипулировать никому, хорошо? И вот сюда, в глаза, вот это вот, женщины, пожалуйста, прекратите в доме гладить белье, и вот это вот как бы просто для фона, телевизор. И вот эти все там Марии Мирабеллы, и Изабеллы, и все вот эти мексиканские, всю вот эту вот канитель вместе с новостями просто отключайте. Питайтесь Словом Божьим. Аминь. Включайте музыку, прославляйте Бога, наслаждайтесь. Хотите светскую музыку, слушайте хорошую, ее тоже огромное количество. Книги читайте. Но я вот о чем.
укрепляйте стержень свой. Вот как позвоночник, духовный свой стержень, душевный свой стержень, эмоциональный свой стержень. И материально. Свое тело также поддерживайте в форме. Иисус говорит, точнее, Писание нам говорит, разве вы не знаете, что ваше тело – это храм Бога живого в вас? А дальше говорит, кто разрушит этот храм, тот будет виновен перед Богом. Не разрушайте свое тело, не делайте ничего, что будет приносить вам вред. Имейте мудрость, и да благословит вас Господь. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Спасибо, дорогой брат Юрий. Слава Богу. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Что тут добавишь? Ничего тут добавить. Все хорошо, доступно, понятно. Я думаю, это подвигнет всех нас, всех более внимательно посмотреть, что же я имею во Христе на кресте. Хотя брат Юрий сказал, вот, говорит, там он за нас, без нас. Но это следующий урок для нас. Что там мы делали вместе с ним на кресте, и он нам это покается и все разъяснит в следующий раз. Господь да благословит всех нас. Аминь. То, что важно сегодня было, очень интересно, это история про книгу Исаии. Это действительно промыслительно, сказали бы православные, пророчески, сказали бы протестанты, как Господь удивительным образом составил даже этот канон руками человеческими, руками обычных людей, что и даже сама структура проповедует нам, и как она составлена, вот во всем Бог, даже в таких вроде бы мелочах, как мы думаем, а во всем Бог. И в том, что вы сегодня будете переживать, и с чем вы сегодня столкнетесь, выйдя из храма или здесь, во всем Господь Бог с нами. Пускай Господь да благословит всех вас. Пожелайте от сердца благословения как можно большему количеству людей здесь в храме и за пределами храма. Господь с вами.